Сказали до войны, что все абхазы вместе собирают деньги и что необходима сумма в 2 миллиона рублей. Ну, сумма по тем временам была очень большая, сумма огромная, чтобы все абхазы вместе собрали 2 миллиона рублей на оружие, на всякий случай. Ну, мы сейчас, да, говорим некоторые вещи, может быть, слишком откровенно. Мы, да, готовились к тому, что на нас могут напасть, мы не готовились к войне, но мы понимали, что у нас есть коварные противники, да, и готовились, да, к тому, чтобы обеспечить в случае необходимости свою безопасность. И я знал, что сумма 2 миллиона рублей. И вот эта сумма в 2 миллиона рублей, я сказал, если все абхазы соберут 1 миллион, я говорю, но я до этого 1 миллион даю от себя. И я привез этот миллион рублей в Абхазию. Привез в Абхазию, и, значит, я сказал Ливану Арзенду, что вот хочу передать. Ливан Арзен привез меня вечером уже в дом к Владиславу Григорьевичу. Вот там я с ними познакомился. Я приехал, и он сказал, да, конечно, да, что вас привело. Ну, он меня представил, Ливан. Я сказал, вот я знаю, вот так, и я хочу передать деньги. Я ничего не сказал, сказал, хочу передать деньги. Он сказал, ну, я этим не занимаюсь, мне нельзя этим заниматься. Этим занимается Народный фронт, Сергей Шамба, и это надо деньги отдать ему. Ну, я так немножко растерялся и сказал, хорошо. Он сказал, а какая у вас сумма? Я сказал, миллион. Он говорит, миллион чего? Я говорю, миллион рублей. Ну, можете представить, это же миллион рублей, это было слово, которое было магическое, как бы, и никто не думал, что когда-то в жизни его можно превысить в те времена. Вот, да. Тогда деньги считались единичными рублями. Он говорит, что, миллион, а где он? Я говорю, здесь. Как здесь? Ну дайте я сначала, говорит, посмотрю хотя бы, я никак слышал столько, и никогда не видел, дайте я взгляну на такие деньги. Ну мы открыли там, не помню в чем это было, да, показали ему. Он посмотрел, я говорю, можно и подержать в руках. Подержал и говорит, тут, говорит, дело в том, что, говорит, я не ожидал, что у вас такая сумма, говорит, и, естественно, говорит, что в это время, говорит, опасно отправлять вас обратно в Гудауту с этими деньгами, говорит, конечно, я этого, говорит, не могу сделать, говорит, оставьте, говорит, здесь, утром охранник приедет и заберет эти деньги. Ну, я оставил эти деньги, вот так. Миллион, значит, рублей, это была половина той суммы, которую планировали собрать все абхазы вместе. Впоследствии, уже когда началась война, я пытался выяснить, куда эти мои деньги делись. Мне сказали, твои деньги и еще миллион, которые все абхазы все-таки вместе собрали, вот, они остались в Сухуми. Вот то, что я вот столкнулся в Абхазии с этим. В первые дни войны, вот у меня разговор был. Ну, я, конечно, потом, как я сказал, звонил уже своим партнерам, там передавали деньги, деньги перевозили сюда, все это происходило. Я после войны, поскольку такие разговоры были, на съезде, который сразу после войны был, огласил все цифры, сколько внесли денег, что на это было куплено, в том числе и бронетехника и прочее, понимаете. У нас была бухгалтерия, которая четко фиксировала все взносы, которые в Айтгалере были. Ведь мы, кроме того, что там этим занимались, мы же ездили по всему Советскому Союзу, мы ездили по Северному Кавказу, проводили мероприятия. Все это, конечно, требовало средств. Ну, скажем так, пожертвования, да? От кого больше всего вот поступали в то время? Я понимаю, что богатых абхазов, зажиточных таких и так далее было мало, конечно. Я вам прямо хочу сказать, да. Я вам даже могу сказать, сколько было собрано денег. Сколько? Вот официально, то, что пришло в Айтгалер, потому что у нас бухгалтер, 300 тысяч рублей. Это было перед войной не такая цифра, как сейчас, конечно, достаточно не маленькая, но